Всем привет, с вами Бекетов Данияр, и сегодня я научу вас разбираться в маркировках пластика и какой из них можно перерабатывать. Существует аж целых 7 видов пластика, маркировка которых обычно указана в треугольничках. Давайте же разберемся, что означают эти маркировки и какой пластик можно перерабатывать. Поехали! Пластик вот с такой маркировкой – самый распространенный вид пластика. Он используется для разлива прохладительных напитков, кетчупа, растительного масла, а также косметических средств и прочего. Полиэтилен высокой плотности относительно недорогой и устойчив к температурным воздействиям. Такой пластик обычно используется для создания пластиковых пакетов, одноразовой посуды, пищевых контейнеров и тары для моющих и чистящих средств. Полиэтилен низкой плотности обществу известен по пакетам, мусорным мешкам, а также линолеуму. Полипропилен прочный и термостойкий. Из него изготавливают пищевые контейнеры, шприцы, а также детские игрушки. Полистирол. Этот тип пластика вы встретите в мясном и молочном отделе. Из него сделаны лоточки для йогурта, коробочки для фруктов и овощей, сэндвич-панели, а также теплоизоляционные плиты. Ну что ж, вы поняли, какой пластик можно перерабатывать. Давайте же поговорим о тех, что не перерабатывать. Поливинилхлорид. Этот вид пластика используется в технических целях. К примеру, для изготовления пластиковых окон, элементов мебели, скатерти, труб, для тары технической жидкости, ну и прочего. Поликарбонат, полиамид и другие виды пластмасс. В данную группу входят пластмассы, которые не получили свой отдельный номер. Из них изготавливаются бутылочки для детей, бутылки для воды, упаковки, ну и прочее. Дорогие друзья, в этом видеоролике мы объяснили вам, какой пластик можно перерабатывать, а какой не перерабатывается. Мы очень надеемся, что вы свои знания используете во благо общества, и вместе мы сможем сделать эту планету чище.